За последнюю неделю в социальных сетях было опубликовано несколько видеозаписей на кыргызском языке, в которых вооруженные люди призывают мусульман к джихаду. Госкомитет национальной безопасности уже приступил к проверке этих роликов. В одном из последних видео молодой человек говорит о том, что в Сирии сейчас воюет много кыргызстанцев, и все они вступили на тропу борьбы с так называемыми кафирами во имя Аллаха. Окружают выступающего несколько таких же вооруженных людей, чьи-то лица скрывают маски, а кто-то снимается и без них. Напомню, на прошлой неделе в сети появился ролик, на котором некий человек с оружием в руках на фоне звуков стрельбы на кыргызском языке просит прощения у своей матери. Говорит, что зря он приехал сюда, куда именно при этом не уточняется. Мужчина утверждает, что те идеи, ради которых он уехал с родины, не воплощаются. Окружающие его люди убивают невинных и насилуют женщин. Подробнее на эту тему мы поговорим с членом Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане, полковником Кайратом Загибаевым. Здравствуйте, Кайрат, добро пожаловать к нам в студию. Здравствуйте. Кайрат, как вы считаете, почему в последнее время стало появляться все больше видео с призывами к джихаду именно на кыргызском языке? Говорит ли это о том, что в зону боевых действий стали выезжать больше наших соотечественников, что больше кыргызстанцев подвергаются влиянию этих группировок? Это видео говорит о том, что, в общем-то, на простом языке эти ребята с исламского движения Узбекистан, исламского государства, который запрещен, как у нас в России, что уже они обнаглели, что они дошли до такого уровня развития своего, будем говорить в отрицательном слове, развития, до такой ступени, что начали уже угрожать странам Средней Азии и России. Это говорит о том, что они усилились, у них есть ресурсы и средства. И главное, их оружие не только автоматы и другое оружие, но их пропагандистская агрессия, которая работает в разных направлениях. Одно из направлений – это вербовка нашей молодежи, которая склоняется без дела к исламу, который мы не проповедуем. Они проповедуют только восстановление и создание халифатов, и которых перевербовали, и они уехали туда. Поэтому это говорит о том, что террористические атаки, террористическая война у нас уже на пороге. Поэтому мы этот вопрос должны рассматривать глубоко серьезно и быть готовыми. И мы сейчас должны очень тщательно проработать это, руководство нашей страны, нашим специальным подразделением, для того, чтобы с оружием в руках, как и на пропагандистском фронте, так и с оружием в руках встретить этих, будем говорить, обнаглевших ребят. Как я упомянула ранее, некоторые боевики на видео уже не скрывают своих лиц, не надевают масок, хотя раньше такое явление встречалось очень редко, чаще всего они боялись преследования, скрывали свои лица. Как вы считаете, почему ситуация так изменилась? Я вам еще раз говорю о том, что террористическая организация, подпитываемая извне или отдельными личностями, уже пришли к такой степени готовности, что могут уже угрожать нам через наших же граждан, которые обманным путем, другими иными путями попали в условиях Сирии и других стран, где идут войны. Поэтому мы должны это воспринять очень серьезно и, видимо, принять решительные меры для того, чтобы отсюда наша молодежь не уходила туда и оттуда не могли прийти к нам. Специалисты сейчас говорят о том, что в последнее время практически вся джихадистская пропаганда переместилась в социальные сети и интернет. То есть теперь террористы пытаются больше воздействовать именно на молодежь. Как вы думаете, как с этим бороться? Возможно, стоит применять против них их же методы? Вы знаете, дело в том, что Российская Федерация, наши соседи Казахстан и наши, наверное, уже предпринимают меры, но надо это усиливать. Нужно проводить проверку социальных сетей, очень тщательно создавать специальные подразделения по социальным сетям, чтобы их призывы, пропаганды не доходили до наших граждан. И не только доходили как пропаганда, они же еще и угрожают, они говорят, что мы завтра придем. Поэтому должны какие-то, может быть, даже назвать государственной программой, которая должна незамедлительно приняла создать специальные подразделения, подготовить специальные кадры по этим вопросам. И эти кадры и эти специальные подразделения должны противодействовать террористическим экстремистским организациям, которые направляют свое влияние, пытаются влиять на наших людей, на наших
на нашу молодежь. Это очень опасная тенденция, и мы должны очень серьезно к этому отнестись. Но кто будет, к примеру, в таких подразделениях отвечать за определение того, пропаганда это или нет? То есть с лингвистической точки зрения надо к этому подходить. Не может ли это превратиться в охоту на ведьм? Вы знаете, что вот, допустим, когда наши подразделения служили в Афганистане, у нас каждый сотрудник, который служил именно в таких подразделениях, знал по 6-7 языков. Мы, допустим, знали почти все языки. И два главных государственных языка в Афганистане – это пушту и даре. Мы оба знали. Мы знали историю народа, мы знали все их обычаи, мы знали территории, потому что мы помогали тогда нашему, будем сказать, братскому народу Афганистана бороться вот с этим же терроризмом, который тогда появился. Ведь тогда тоже там хотели свергнуть конституционный строй и прийти к власти. Поэтому у нас в Кыргызстане должно быть специальное подразделение создано при ГКНБ Кыргызской Республики. Нужно, я не знаю где, но, наверное, в России там есть учебные заведения, их подготовить, чтобы надо их расширить, и не только их подготовить как кадры, но и методологию, как бороться с этим злом у нас в Кыргызстане, но еще и подготовить для них законодательную базу, чтобы у тех сотрудников, которые будут бороться в этом направлении, были очень серьезные полномочия. Конечно, мне могут некоторые сказать, а не будут они там палку перекнуть и так далее. Я считаю, что, знаете, в войне иногда бывает такое, но для сохранения спокойствия, для безопасности нашего государства, для безопасности наших людей, наших же детей, мы должны, может быть, иногда будет нарушение, но это будет уже по ходу работы этой организации, они, конечно, будут укореняться, будут вноситься изменения, но эти подразделения нужно создавать срочно и сегодня, и особенно эти законодательные акты, которые будут способствовать работе этих специальных подразделений, должны быть существенные. А именно, первое, чтобы сотрудники специальных подразделений по подозрению в экстремизме задерживали не на 48 часов, как сейчас написано в Уголовном процессуальном кодексе, а на 1 месяц. Вот так вот должно быть. Вот тогда они смогут при задержании того или иного лица, который подозревается в вербовке, агитации или направлении наемничества в пользу террористической организации, над ними полноценно они смогут работать. Только таким путем. И чтобы у нас президент Кыргызстана имел полномочия, чтобы использовать наши спецподразделения не только на территории Кыргызской республики, но и его за пределами. Потому что экстремизм, терроризм создается не в нашем Кыргызстане, а за пределами. Там находятся их штаб-квартиры, там у них есть территории, которые они захватили, и как называют себя они сейчас государственным халифатом или исламским государством. Только таким путем. И кадры подбирать нужно из тех офицеров, которые слово «Родина» правильно понимают. Вот такие у меня предложения. И еще я говорю, что, может быть, и настала пора вспомнить о ветеранах войны в Афганистане. У нас в Союзе ветеранов войны в Афганистане очень много хороших, сильных, проверенных специалистов в этом вопросе. Может быть, их надо будет привлекать уже. Ну, вы вот сказали, что в ГКНБ сейчас нужно создать новое подразделение, которое обладало бы широким кругом полномочий. А как вы оцениваете нынешнюю работу ГКНБ в этом русле? Потому что, насколько нам известно, Госкомитет уже начал проверять социальные сети на предмет таких видеороликов, и их начал проверять на предмет призывов, воззваний. Вы знаете, что сидя здесь, конечно, сейчас я на пенсии, я могу сказать, что я работаю в ГКНБ в данный момент, могу сказать, что положительно работают, потому что, видимо, они работают в тех условиях, которые ими сейчас созданы. И говорить о том, что отрицательно работают или недостаточно, я не могу. Но полагаю, потому что иногда мне приходится по работе сталкиваться с ГКНБ, что они прилагают максимум усилий и переживают за то, что какая обстановка у нас в вопросе терроризма в Кыргызстане. Мы видим по материалам уголовных дел, как задерживали, даже наши ребята погибли по борьбе с терроризмом. Но этого, мне кажется, все равно недостаточно. И нужно создавать специализированные подразделения, которые, чтобы обладали всеми полнотой знаниями и методами борьбы. А может быть и их методами, которые пользуются сами террористы.
Поэтому здесь спектр очень большой, и этим надо вполне серьезно создаваться. Может быть, даже какую-то комиссию создать при президенте, которая должна все это разрабатывать и вот это все внедрять в нашу жизнь. И мы не должны для этого не жалеть ни средств, ни денег, ни средств, ни возможностей. Потому что завтра, если терроризм дойдет, уже считайте, что дошел до порога Средней Азии, это случится у нас, то это будет, знаете, безопасность граждан превыше всего. Поэтому я вот такое вношу предложение и желаю, чтобы у нас вот такие изменения были. Ну вот террористы проводят пропаганду через видеоролики, да, то есть они призывают людей к тому, чтобы они присоединялись к джихаду. Как вы считаете, может быть, правительству стоит тоже создавать подобные видеоролики, проводить пропаганду того, что терроризм это плохо, что в Сирию нельзя уезжать? Каких-то таких методов, возможно, Вы не хватает? знаете, эта пропаганда, да, она должна быть, должны заниматься, именно я говорю, что проверка этих сетей надо блокировать, ну и наверное, комитет по религии или еще создавать другие-то при 10-м управлении Министерства внутренних дел, или какие-то, чтобы они занимались при Советском Союзе, такой был вопрос, такое понятие было контрпропаганда. Может быть, об этой советской контрпропаганде из него что-то полезное для нас взять и использовать сейчас надо. Надо, видимо, знаете как, вот сейчас как в Таджикистане, в Узбекистане стали проверять все медресе, легальные, нелегальные, чем они этим занимаются, какими учебниками пользуются. Я сейчас участвовал в уголовном деле по делу экстремизма, тоже вот прочитал литературу, которую какой-то проповедник с Южной Индии проповедует нашим молодежи. И его проповеди не читают. Да что это такое? Как они могли попасть на Кыргызстан, такая литература? Конечно, вот везде это должен поставлен очень серьезный заслон. Спасибо, Кайрат, за беседу. Я напомню, что о террористической угрозе в нашей стране мы поговорили с гостем нашей студии, членом Республиканского совета ветеранов войны в Афганистане, полковником Кайратом Загибаевым.